Нам необходимо запустить механизм работы парламента. Созыв новый, 6-й по счету, но есть традиции, которым в Госсовете Татарстана следует всегда. Одна из них — открывать первую сессию старейшему из депутатов. В этом составе парламента эта почетная миссия досталась Марату Галееву. Марат Гадеевич с толком, с расстановкой рассказал новичкам некоторые технические детали голосования. Карточки необходимо для регистрации вставить в окошке так, чтобы зажглась зеленая лампочка слева. Вернее, рядом, справа. Как в первый класс пришел, столько лиц, которых видел только по телевизору. Пришли в Госсовет для того, чтобы поднять вопросы и по предпринимательству, поддержать средний и малый бизнес, для того, чтобы экономически стало им легче дышать. Максимально хочу быть полезным. Соответственно, и команда, члены комитета очень профессиональные все люди, поэтому я думаю, у нас все получится. Никто не пришел отсиживаться, люди пришли работать. Несмотря на нашу разность политических взглядов, мы будем работать в одной команде. Хотя формально состав Госсовета обновился наполовину, визуально это почти незаметно. Даже в кулуарах парламента. Те же холлы и коридоры, тот же красный галстук лидера фракции КПРФ и почти все те же лица. Знакомые и очень знакомые. Просто для большей части людей изменился их статус в парламенте. Скажем, Марат Ахметов после назначения на пост заместителя председателя Госсовета теперь уже официально экс-министр сельского хозяйства и продовольствия. Как говорят, поживем увидим, но, возможно, больше будут направления, связанные с сельским укладом жизни. В руководящем составе парламента это назначение стало единственным изменением. Интриги не было и в вопросе избрания председателя парламента Татарстана. Все в зале понимали, что выдвинутая «Единой Россией» кандидатура Фарида Мухаммедшина будет поддержана абсолютным большинством депутатов. Впрочем, формальные процедуры соблюсти было необходимо. Оппонентом Мухаммедшина стал лидер фракции коммунистов Хафиз Миргалимов. Некоторые говорят, надо было снять свою кандидатуру. Я не могу, потому что я человек партийный, раз рекомендовал, должен был идти. В такой ситуации ожидать бурных прений не приходилось. Кандидаты по очереди представили свои программы. Эмоционально, немного сумбурно Хафиз Миргалимов. Свои задачи на посту председателя Госсовета вижу в том, что все наказы, чаяния наших избирателей нашли свое воплощение в законодательных актах. Взвешенно и доходчиво Фарид Мухаммедшин. Намерен гарантировать, что любые конструктивные инициативы будут рассматриваться в созидательном ключе, вне зависимости от их партийного окраса. В итоге подавляющим большинством голосов председателем Госсовета предсказуемо был избран Фарид Мухаммедшин. Его заместителями, помимо Марата Ахметова, вновь стали Юрий Камалтынов и Татьяна Ларионова. Секретарем Госсовета Татарстана снова доверили быть Лилии Мавриной. В целом, первая сессия новоизбранного парламента Татарстана проходила четко, без организационных проволочек. Лишь изредка плавное ее течение нарушал Хафиз Миргалимов. Миргалимов, не нарушай регламент, пожалуйста, не подавай прецедент такой и не отнимай время у президента. Вот я сказал ему следующее. Говорю, Фарид Хару, это самый Рустам Нургалиевич. Надо встретиться, переговорить. Выборная кампания была сложная. Мы тоже понакопили много обращенных заявлений. В этом созыве у нас появились депутаты из других партий. У нас появился депутат из партии Роста, избранный по одномандатному округу, из Справедливой России, также по одномандатному округу. ЛДПР у нас уже и в том созыве был, и сейчас тоже. И вот вы видели, что депутат ЛДПР уже проявил активность на этом заседании. А то, что касается членов фракции КПРФ, они всегда вели себя активно, всегда выдвигали инициативы, поэтому мы не ожидали сегодня ничего другого. Госсовет Татарстана обновился почти наполовину, а точнее на 48%. То есть из 100 депутатов 48 будут впервые работать в составе нового парламента. Из других изменений. Фракция КПРФ численно стала в 2 раза больше. Комитетов стало больше. Было 7, стало 8. Соответственно, и депутатов, которые будут работать на постоянной основе, стало больше. Было 20, стало 22. По персоналиям глав комитетов Госсовета появились новые лица. Для начала о тех, кто сохранил свои позиции с прошлого созыва парламента. Председателем комитета по государственному строительству и местному самоуправлению снова стал Альберт Хабибулин. Комитет по законности и правопорядку вновь получил Шакир Ягудин. Опытный Леонид Якунин остался главой комитета по бюджету, налогам и финансам.
Курировать социальную политику в Госсовете снова будет Светлана Захарова. О новых лицах. Теперь уже экс-руководитель агентства Татмедиа Айрат Зарипов возглавил очень сложный и важный комитет по образованию, культуре, науке и национальным вопросам. Комитет по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике достался Азату Хамаеву, в недавнем прошлом министру земельных и имущественных отношений. Депутаты там в основном люди, которые имеют опыт, они уже не только опыт практической работы, но и работа депутатами, там в основном 50%, по-моему, остались. Поэтому я думаю, все будет нормально. Комитет по экономике, инвестициям и предпринимательству возглавил Лутфулла Шафигуллин, опытнейший управленец, за плечами которого работа в правительстве и в бизнесе. Без предпринимательства, без развития предпринимательства в сельских местах мы особо не развиваться не сможем. Потому что одной такой экономикой там полагаться на нефтяникам, химикам и аграриям немного ориентироваться далеко не пойдешь. Нефть тоже кончается. И, наконец, новый комитет и, соответственно, новый председатель. Александр Тыгин теперь экс-глава Зеленодольского района, а с этого момента руководитель комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию. Если регион инфраструктурно развивается успешно, то все остальные происходящие от этого вопросы, экономики, жилья, они будут решаться намного лучше. Поэтому прежде всего это инфраструктура, а это транспорт, это строительство. И в том числе жилищно-коммунальное хозяйство, как инфраструктурная часть. Таким образом, конфигурация нового парламента Татарстана определена. Избраны все руководители глав, получили все комитеты и комиссии Госсовета. Только с партийным представительством в нынешнем составе Госсовета остается неясность. Дело в том, что депутат от ЛДПР Эдуард Шарафиев после оскорбительных, по его мнению, высказываний Владимира Жириновского в адрес Татарстана приостановил свое членство в партии. О чем он еще раз доложил на сессии парламента, молодого депутата коллеги поддержали, а в кулуарах приободрил и государственный советник Татарстана Ментимер Шаймиев. И таким, каким был, таким и остался. Слушай, не изменишь. Несмотря на различия политических взглядов, все вы едины в стремлении добросовестно служить многонациональному народу республики, обеспечить выполнение наказов избирателей. Поздравляю всех депутатов с избранием. Тоже можем поаплодировать. Тимур Бекмурзин и Роман Безменов. 7 дней. Все выпуски программы «7 дней» смотрите на YouTube-канале ТНВ.